Добрый день, уважаемые абитуриенты! Меня зовут Рима Аскаровна-Гельмиянова, и я руководитель основной профессиональной образовательной программы «Референт-аналитик информационных ресурсов», которая реализуется в нашем Акмолинском университете. И сегодня мы с вами поговорим о том, что собой представляет вот этот экзамен «Основы библиотековедения». И с чего же мы должны начать наш разговор? Во-первых, сразу предупреждаю, что сдаваться этот экзамен будет в дистанционной форме. И экзамен проводится в форме тестирования. Вам будет предложено 25 вопросов. Что собой представляют тестовые задания? Они все включают различные вопросы из таких разделов, как теоретические основы отечественного библиотековедения. Во-вторых, это раздел «История развития библиотечного дела в России и в зарубежных странах». Третий раздел, который включается тестовыми вопросами, это организация библиотечного обслуживания населения. Четвертый раздел – это основные формы и методы библиотечного обслуживания пользователей. Пятый раздел посвящен индивидуальному, групповому и массовому обслуживанию пользователей библиотеки. На весь экзамен вам отводится 60 минут. Но если вы относитесь к группе людей с ограниченными возможностями здоровья, и это подтверждается документально, то время вступительного испытания для вас увеличивается на 1,5 часа. То есть нужны только соответствующие документы. И сразу проговорю, что на вступительном испытании вам дается только одна попытка. Какое количество баллов вы должны получить за вступительное испытание? Минимальное количество баллов – это 40, а максимальное количество баллов – это 100. Поэтому у вас вот такая возможность и блеснуть, получив 100 баллов, но в любом случае вы должны набрать не менее чем 40 баллов. И пойдем дальше. Как осуществляется сдача экзамена? Во-первых, в первый раз вы будете заходить через тот логин и пароль, который будет вам отправлен на электронную почту. Посмотрите сразу и папку «Спам», потому что, возможно, туда может попасть это письмо. А вот последующее посещение сайта вы уже осуществляете под своим паролем, который вы сами разрабатываете и меняете вот при первом входе в вашу учетную запись. Перед каждым экзаменом, это требование, нужно обязательно сфотографироваться и прикрепить цветное фото, где видно ваше лицо и виден главный разворот вашего паспорта, на котором указана ваша фамилия, имя, отчество и где тоже представлена фотография. То есть таким образом происходит идентификация вас. Мы должны убедиться, что вы и есть то самое лицо, которое будет подвергаться вступительному испытанию. Еще раз повторяю, что время, отведенное на прохождение экзамена, ограничено, и у вас есть только одна попытка. В конце консультации будет прикреплена пошаговая инструкция сдачи вступительного экзамена. То есть там будет представлен алгоритм, как вы сдаете экзамен.
вам тоже необходимо будет внимательно изучить вот эту пошаговую инструкцию и следовать ей. Скажу сразу, что пересдача какая-либо не предусмотрена. И самое позднее время, значит, у вас это для входа за полтора часа. За полтора часа. То есть следуйте, пожалуйста, инструкциям всем, когда вы будете сдавать экзамен. Как мы должны найти расписание вступительных испытаний? Вот здесь на слайде у нас представлен сайт приемной комиссии. То есть сначала вы заходите на сайт приемной комиссии, заходите на сайт Башкирского государственного педагогического университета имени Мифтахиддина Акмуллы, значит, кликаете «Сайт приемной комиссии», и вот здесь у нас на слайде представлен как раз скриншот, где мы будем искать наше расписание. То есть мы должны сначала выбрать, да, внизу бакалавриат и специалитет. Вот здесь на этом слайде представлено желтой, такой с желтеньким таким указателем, стрелочкой желтенькой. То есть кликаем на бакалавриат и специалитет. И далее, значит, в разделе «Особенности приема» находим расписание консультаций и вступительных испытаний бакалавриата и специалитета на 22-23 учебный год БГПУ имени Акмуллы. На этом слайде мы видим, что это тоже выделено с помощью желтенького указателя, желтенькой стрелочки. И теперь посмотрим, что же мы должны увидеть в расписании. Вот здесь наш вступительный экзамен «Основы библиотековедения» прям выделены желтым. Обратите внимание, что мы должны здесь посмотреть. Во-первых, вы скачиваете программу вступительного экзамена «Основы библиотековедения», потому что вот здесь, если вы опять-таки кликните на «Смотри программу», у вас откроется программа нашего вступительного испытания, и вы можете скачать себе вот эту программу. Все наши тесты, которые выносятся на вступительное испытание, представлены в рамках тех тем, которые отражены в программе «Основы библиотековедения». Там как раз есть у нас и все разделы, которые уже я ранее озвучивала, названия которых я ранее озвучивала. Далее, значит, на что обращаем внимание? Значит, посмотрите на инструкцию, как, значит, получить логин и пароль, когда вы первоначально, да, обращаетесь только. И далее посмотрите даты, когда у нас идут экзамены. И теперь смотрите, на этом слайде у нас представлено еще раз, как мы можем скачать программу вступительного испытания «Основы библиотековедения» на базе среднего профессионального образования. Сначала кликаем опять на бакалавриат и специалитет, находим раздел программы вступительных испытаний после среднего профессионального образования, ищем программа вступительных испытаний «Основы библиотековедения» на базе СПО. Или, значит, через расписание вы можете кликнуть, или же, значит, зайдя вот в этот раздел. Здесь, значит, у нас есть такие стрелочки желтенькие, которые опять-таки облегчают вам поиск необходимого документа в разделе «Документация».
И теперь вот перед нами открылась программа нашего вступительного испытания «Основы библиотековедения». Что здесь мы видим? Опять-таки отражено, как вы должны подготовиться к вступительному испытанию. То есть какие технические средства должны быть у вас подготовлены для того, чтобы вы могли успешно сдать этот экзамен. И вот перечень требований программно-техническому оснащению рабочего места для поступающего в наш вуз представлен в этой программе. Это и процессор, и оперативная память какая там должна быть, и какая должна быть видеопамять и так далее. Обратите, пожалуйста, внимание, чтобы у вас все технические устройства, которые вы будете использовать при прохождении экзамена, были соответствующего качества, да, и соответствовали необходимым требованиям. На этом же слайде вы видите перечень разделов для подготовки поступающих к сдаче вступительного испытания. Здесь перечислены все разделы 5, по которым у нас проводится вступительное испытание. И представлено краткое содержание раздела. То есть здесь отражены все те дидактические единицы, которые фактически выносятся на вступительное испытание. Вот здесь все они представлены. Итак, давайте разберем несколько заданий. Они являются примерными для того, чтобы лучше понять, что собой представляют тесты, вынесенные в качестве вступительного испытания «Основы библиотековедения». Итак, формулировка первого задания. Согласно ГОСТ 7.099 информационно-библиотечная деятельность, библиография, термины и определения, библиотековедение изучает. И тут у нас даны варианты ответов. И среди вариантов ответов мы видим менеджмент, психологию, особенности функционирования библиотечного дела, теорию, историю, идеологию библиотечного дела, теорию и практику библиотечного обслуживания библиотечного дела, и теорию, историю, методологию, технологию, методику и организацию библиотечного дела. И я думаю, что вы уже выбрали правильный вариант ответа. Это вариант ответа Г, то есть библиотековедение изучает теорию, историю, методологию, технологию, методику и организацию библиотечного дела. Еще один вопрос, например. Что позволяет считать библиотеку социальным институтом? И даны опять-таки варианты ответов. Что мы здесь выбираем в качестве правильного ответа? Конечно же, наш ответ В. Деятельность по удовлетворению информационных потребностей людей. Потому что именно необходимость в удовлетворении информационных потребностей людей и обусловила создание библиотеки как социального института. Следующий вопрос. Какие основные группы функций библиотеки выделяют? Даны варианты ответов. И здесь мы, конечно же, выделяем в качестве правильного ответа социальные функции и технологические функции. Потому что сущностными функциями библиотеки выступают именно социальные функции, то есть какие социальные потребности удовлетворяет библиотека как социальный институт, а технологические функции – это то, что дает обеспечение библиотеки удовлетворение ее социальных функций. То есть какие технологические функции, да, должна выполнять библиотека, чтобы удовлетворять именно социальные функции. И вот далее еще один вопрос тестовый.
к основным сущностным функциям библиотеки относятся и даются варианты ответов. Так, функции комплектования библиотечного фонда и обслуживания читателей, кумулятивная, мемориальная, коммуникативная, информационные функции, кумулятивные, культурные, образовательные функции, научные, воспитательные, мемориальные функции. Но если мы знаем, что к основным сущностным функциям библиотеки относятся кумулятивная функция, то есть это сбор документов, мемориальные функции, обеспечение хранения документов и коммуникативно-информационная функция, то есть обеспечение использования этих документов. Конечно же, мы ответим в качестве правильного ответа, что это кумулятивная, мемориальная и коммуникативно-информационные функции. Давайте еще тоже несколько примеров разберем. Библиотечная сеть – это, опять, значит, дается варианты ответов. Это совокупность библиотек, выделяемая по определенному признаку, интеграция библиотечных процессов, объединение библиотечных фондов нескольких библиотек. Конечно же, правильным ответом в данном случае будет вариант А, что это совокупность библиотек, выделяемые по определенному принципу. В основе государственной политики в области библиотечного дела лежит принцип. Какой принцип? Если даже рассуждать просто логически, конечно же, это создание условий для всеобщей доступности информации. В современном российском библиотековедении в основном принято различать два основных типа библиотек. Какие? Даются варианты ответов. Но мы помним с вами, что мы выделяем два основных типа библиотек. Это универсальные библиотеки и специальные библиотеки. И ответ В будет правильным ответом. По формам и целям работы к каким библиотекам близки школьные библиотеки? Как мы ответим? Конечно же, школьные библиотеки прежде всего наиболее близки к детским библиотекам. То есть вот такие задания примерные, которые мы с вами сейчас разобрали, будут лежать и в основе вступительного испытания. Как нам лучше подготовиться к нашему вступительному экзамену по дисциплине «Основы библиотековедения»? Я вам рекомендую обратиться к такому учебно-методическому пособию, которое называется «Справочник библиотекаря». Этот справочник библиотекаря выходил уже несколько раз. В пятый раз он вышел в 2020 году в Санкт-Петербурге в издательстве «Профессия». Вот этот справочник охватывает абсолютно все разделы программы нашего вступительного экзамена. То есть вы там найдете материалы по всем разделам, по которым вынесено наше вступительное испытание «Основы библиотековедения». Готовясь по этому справочнику, вы, в общем-то, сможете найти все дидактические единицы, которые отражены в программе, и успешно разобрать все темы нашей программы, подготовиться к вступительному экзамену. Еще один источник, на который я хотела бы обратить внимание, это учебно-методическое пособие. Автор его Ю.С. Сергеева. Называется пособие «Библиотечное дело и библиотековедение. Конспект лекций». Это действительно очень краткий конспект лекций по всем основным темам, которые охватывает библиотековедение. Данное пособие тоже поможет вам успешно подготовиться к нашему вступительному экзамену. Где его можно найти? Вот если справочник библиотекаря вы можете найти в центральной районной библиотеке,
если вы живете в каком-либо муниципальном районе, или в центральной городской библиотеке. Если вы живете в Уфе, тогда вы можете обратиться в Центральную городскую библиотеку на улице Комсомольской, 138, или в Национальную библиотеку имени Ахмета Заки-Валиди. В муниципальных районах во всех и в городских округах в свою центральную библиотеку. А вот пособие Сергеевой вы можете найти, обратившись к электронной библиотечной системе «Университетская библиотека онлайн». Я думаю, что вы все зарегистрированы в этой ЭБС, пользовались этой электронной библиотечной системой на протяжении своего обучения в колледже. И вот сделав поисковое предписание Сергеева US «Библиотечное дело и библиотековедение», конспект лекции, вы найдете это пособие, вы сможете ознакомиться с ним онлайн, вы сможете скачать себе фрагменты этого пособия. Я думаю, что оно тоже поможет вам успешно подготовиться к нашему вступительному экзамену. Еще раз повторяю, что в конце консультации у вас будет прикреплена пошаговая инструкция по вступительному экзамену. А сейчас я вам покажу свои контактные данные. То есть вот на этом слайде представлено и адрес моей электронной почты, и адрес в WhatsApp, то есть вы можете мне написать в WhatsApp. В день консультации я буду на связи постоянно, вы можете обратиться ко мне, и я постараюсь ответить на ваши вопросы. Ну что ж, я хочу вам пожелать удачи. Я надеюсь, что увижу вас в числе студентов 1 сентября в нашем 4-м корпусе Акмолинского университета. Спасибо всем за внимание и до встречи. Первый вход в личный кабинет у нас уже был. Теперь рассмотрим первый вход в систему вступительных испытаний. Если у вас во вкладке «Вступительные испытания» в личном кабинете отображается расписание вступительных испытаний, личное расписание, то есть оно примерно будет выглядеть так: те предметы, которые вы должны сдавать в ВУЗе, у вас будут отображаться, если их вам назначат, то есть назначат экзаменационную группу уже. Как только у вас вот в личном кабинете отображается такая табличка, значит, к вам пришло письмо на почту об учетной записи в системе вступительных испытаний. То есть вот вступительные испытания БГПУ имени Акмолы, новая учетная запись. Обратите внимание, что часто вот именно эта рассылка попадает в папку спам. Обязательно проверяйте папку спам. Вы заходите и проходите по ссылке. Вот, по ссылке. Вы оказываетесь на сайте, где будут проходить вступительные испытания. Вы копируете логин. Логин — это ваша электронная почта. И пароль, обратите внимание, что он временный. То есть вы заходите через него только один раз. Заходим. При первом заходе вас потребует, чтобы вы сменили пароль на свой собственный. Все. Как только вы смените пароль на собственный придуманный, вы под этим паролем всегда заходите на любые экзамены именно под своим собственным паролем. То есть никаких новых вам уже не пришлют, если у вас несколько экзаменов. Вот я поменяла все на собственный, то есть все, я свою учетную запись полностью поменяла, теперь зайти могу только я. И вот уже вот этого нашего абитуриента тестового вступительное испытание есть, социальная психология. Обратите внимание, что 23 июля, то есть только 23 июля вы сможете сдать это вступительное испытание. Тут у вас будет путеводитель, который вам, если что, поможет разобраться, как этот сайт работает. Но я быстренько вам все-таки объясню какие-то моменты. У вас тут будут закреплены 2 инструкции по закреплению файла. Она вам пригодится для того, чтобы закрепить вашу фотографию перед непосредственно экзаменом. То есть, например, тут у нас говорится дать ответ на задание. То есть надо сделать сначала
фотографию с паспортом, чтобы потом у вас открылся тест для прохождения. В инструкции, которая будет закреплена в личном кабинете, будет все тоже подробно расписано. Вы должны сфотографироваться так, чтобы было видно ваше лицо и, главный разворот паспорта. Такую фотографию вы подгружаете в первое задание, где прикрепить цветное фото, где видно лицо абитуриента и главный разворот паспорта. Как только вы его прикрепите, у вас откроется тестирование. Тестирование длится от часа до 1,5 часов для обычных абитуриентов, и для абитуриентов с ограниченными возможностями здоровья будет отдельный тест еще вывешен, где будет 1,5 часа и более. На 1,5 часа, не более на 1,5 часа продлен этот тест. Вы заходите все просто в тестирование. Даже если тут будет тест для лиц с ограниченными возможностями здоровья, вы туда его не проходите, только проходите один единственный тест. Попытка только одна. Если у вас какой-то технический сбой, то, пожалуйста, сразу же вы пишите на почту приемной комиссии или звоните на почту приемной комиссии.